ранги шумо занбурпарвар ҳастанд. Фақат як таъкид дорам ки дар рафти омӯзиш озодона гап задан дар кор, кадом мушкилоте ки мо дар Тоҷикистон дар ҳамин соҳа дорем, метавонем озодона гап задан. ин яъне бояд як чизе, як омӯзише шавад ки фақат аз тарафи экспертон нео, яъне онҳо мехоҳанд таҷрибаҳои шумо, мушкилиҳои шумо ва инчунин таҷрибаҳои онҳо ки доранд вобаста ба занбурпарварӣ бо шумо, яъне ба шумо пешниҳод мекунанд. пеш аз оғози омӯзиш иҷозат диҳед суханро ба намояндаи кишварии ташкилоти Хелветас, хонум Сулия Хайдарова дадим. Марҳамат. Спасибо большое, Шамс. Ассаламу алейкум, уважаемые участники тренинга, уважаемые миссии международных экспертов, которых только что представил наш менеджер Шамс Ахматуллов, уважаемые партнеры, я вижу наших партнеров из Хатонской области, которые вместе с нами занимаются реализацией проекта по климатоустойчивому развитию. Я приветствую представителей всех разных областей Республики Таджикистан, которые согласились принять участие в данном тренинге, и всех благодарю за ваше сотрудничество. Разрешите мне коротко рассказать о нашей организации и дальше передать слово уже по существу нашим проектникам и экспертам. Организация Хелветас, многие из вас наверняка уже в первый раз сталкиваются с нашей организацией, работает в Таджикистане с 2009 года и работает в 3 направлениях, основных направлениях, касающихся первого направления управления водными ресурсами и все, что касается, все, что зависит от воды, это, естественно, сельское хозяйство, питание. Это климатические изменения, это стихийные бедствия и многие другие аспекты нашей жизни. Второе направление нашей работы касается экономического развития. Мы работаем с частным и малым сектором, развития предпринимательской деятельности и поддержанием и развитием необходимых профессиональных навыков, профессионального образования, которое способствует подготовке кадров для отрасли, для экономического развития нашей страны. И третье направление касается государственного управления, улучшения всех систем, общественных систем, которые предназначены для того, чтобы в обществе существовал порядок, согласие, мир и процветание. Сегодняшнее наше мероприятие, наш тренинг посвящен именно направлению экономического развития, да, и также вопросам устойчивости к изменению климата и адаптации к климатическим изменениям, которые, вы знаете, сейчас стоят на повестке дня многих стран. Мы в рамках нашего проекта, который идет уже с 2023 года и будет идти еще до конца 2027 года, организовываем ряд мероприятий, направленных на повышение экономической устойчивости населения Хатонской области, а именно наших 3 проектных районов, район Дусти, Джайхун и Кубодион, для того, чтобы их экономический потенциал был сильнее, для того, чтобы они могли не зависеть от влияния климата, от изменения климата, для того, чтобы у них были диверсифицированные источники доходов. И, конечно, несомненно, в нашей стране пчеловодство, то, чем вы занимаетесь, то, что мы сегодня будем тесно обсуждать, является одной из тех экономических активностей, деятельностей, которые позволяют именно нашему населению получать хорошую экономическую выгоду, производить хорошие качественные продукты для населения, да, и при этом не сильно зависеть от наличия воды, от наличия других каких-то природных ресурсов. Да? Конечно, есть тоже свои, как сказать, ресурсы необходимые для этой отрасли, но менее зависимость, как, например, у обычного фермера, который что-то выращивает на земле. Поэтому мы считаем, что то, чем вы занимаетесь, является очень важным именно с точки зрения нашего проекта. И мы надеемся, что вот при помощи таких мероприятий, тренингов и при помощи таких международных миссий
мы сможем улучшить свои знания в области пчеловодства.